Всем привет, ребят! Сегодня воскресенье, 31 января. Мы находимся в нашей бизнес-школе. Сейчас хочу вам более подробно рассказать про то, для чего именно изначально я создал свой блог и как к этому пришел. Все началось с того, что когда мне было лет 15, я переехал в Алматы. И первые 3 года для меня были самыми адскими. Почему? Потому что я перепробовал все. Я работал и официантом, и посудомойкой работал, там в ресторанах подрабатывал там за копейки, и овощи на улице сидел, продавал там на оживленных перекрестках. В общем, очень много чем занимался. Успел даже пожить в какое-то время в подвале. Как так сложилась жизнь. И потихонечку уже там начал нарабатывать навыки, понимание города, зарабатывал деньги, откладывал, там, купил там свой первый там бизнес, точнее, основал в Алмате, и потихонечку стал на ноги. Я начал ощущать, что мне все равно чего-то не хватает. То есть я хочу дальнейшей реализации своих амбиций. Была проблема. Проблема была в том, что у меня не было вокруг единомышленников, да, то есть если я с кем-то чем-то делился, из знакомых, приятелей, друзей, все меня чем-то пытались, там, не знаю, как-то пытались меня отговорить от того или иного там действия, либо создать какой-либо бизнес, делился своими идеями, которые там были всегда там, по мнению моих знакомых и друзей, провальными. И я очень сильно от этого угнетался и, там, не знаю, с трудом реализовывал свои бизнес-идеи, но, стиснув зубы, не слушая никого, я это делал. И в такие моменты мне очень не хватало вокруг людей, которые бы всегда были со мной, которые бы всегда меня поддерживали, и с которыми бы я мог советоваться, получать адекватную оценку, полезные советы и расти, и ощущать определенную поддержку. И за время ведения своего блога, прошел всего лишь месяц, у меня уже почти 2000 единомышленников, с которыми мы ежедневно переписываемся, ежедневно что-то обсуждаем, которые предлагают какие-то идеи, с которыми мы уже даже успели стать в каких-то проектах партнерами, с которыми я успел подружиться, которые мне в чем-то очень полезны, которым я в чем-то стал полезен. Мне в день хотя бы 2 сообщения приходят, где есть 16 строчек, в котором пишется о том, как людям помог мой блог, мои истории и мои советы. И я понял, что я блог создал не только для того, чтобы найти единомышленников и быть таким образом сильнее, но и для того, чтобы мотивировать и поддерживать других. И вы не представляете, как это круто, когда, тебе кто-то пишет о том, что ты для него там значишь больше, чем кто-либо на свете, хотя человек тебя никогда в жизни не видел. И только ради этого стоит делиться тем, что у тебя есть, и помогать и поддерживать других. Но если это делать искренне, обязательно будет отдача. И поверьте, не жадничайте на эмоции, не жадничайте на знания. Делитесь с людьми, и вам обязательно это вернется. Для меня то, что возвращается обратно, является вообще очень мощным прогрессом в моей жизни, потому что большая часть моих проблем решается только за счет того, что у меня есть очень много друзей, приятелей, которые у меня появились за этот месяц благодаря моему блогу. И даже появился партнер один, скоро будет 2. И уже есть куча ребят, которые там предлагают создать совместные проекты, а большая часть предлагает продать им франшизу на мой проект, о котором они даже не знают. Создавайте, в общем, блог, пишите в нем о том, что вы можете людям дать. Не знаю, опыт, товары, услуги, внимание, дружба, деньги. Просто берите и пишите. В моем случае это опыт в бизнесе, в жизни, достижение каких-то целей.
Вот. И мой опыт, в первую очередь, связан с тем, какие проблемы я преодолевал в жизни. И людям очень хочется знать, как эти ошибки не совершить и избежать. Вот. А что это у тебя за родинка на руке? А? Это нифига не родинка, понял? Не родинка. В общем, на самом деле мы заранее сговорились с моим оператором о том, что он будет трогать пальцем, мою эту татуировку и называть ее родинкой. Вот. Ну, на самом деле, почему родинкой? Потому что раньше, когда я ее только сделал, все, кто видели ее, угорали надо мной, называли ее родинкой, потому что она такая, да, более фиолетового, темного, коричневого, черного цвета, такого цвета, каким обычно бывают родинки, в общем, родимые пятна. Вот. А на моей руке изображен самурай японский 11 века, 12-11 века. Вот. Его голову, именно лицо, череп я нарисовал сам. Для чего я эту татуировку сделал? Есть такая вещь, как кодекс чести самурая. То есть бусидо эта штука называется. Мужчинам очень полезно ее почитать на самом деле. И вот у меня в жизни есть принципы. И большая часть моих принципов совпадает с этим кодексом чести мужчины. Ну, то есть в Японии кодекс чести самурая. Вот. И в знак приверженности этому кодексу, и для того, чтобы самому не забывать в какие-то определенные трудные минуты своей жизни, какие-то важные моменты, когда нужно принимать решения, я набил себе эту татуировку, чтобы помнить о том, что я придерживаюсь этих жизненных правил для себя как мужчина, как человек. В общем, спасибо вам, что вы есть. Давайте, увидимся.